1 сентября 2013 года в Туве отмечали не только День знаний, но и важную историческую дату – 70-летие отправки на фронт кавалерийского эскадрона Тувинской Народной Республики. В память об этом значимом событии на улице тувинских добровольцев прошел торжественный митинг. Собрались потомки фронтовиков, члены правительства, депутаты парламента. Митинг, посвященный открытию памятной мемориальной доски тувинским добровольцам, ушедшим на фронт в этот день ровно 70 лет назад, объявляется открытым. Первого сентября 1943 года из Кызыла на войну ушли 206 кавалеристов. В историю они вошли как тувинские добровольцы. Добровольцы, потому что в то время Тувинская Народная Республика еще не входила в состав Советского Союза, и участвовать в этой войне ТНР могла только как союзник СССР. Не все из 206 кавалеристов вернулись домой. 70 человек остались на полях сражений. Многие от последствий тяжелых ранений умерли уже после возвращения в Туву. На митинге поименно вспомнили всех тувинских добровольцев и почтили их память минутой молчания. Объявляется минута молчания. Участники митинга рассказывали про героизм и мужество тувинских кавалеристов. Не зря братья по оружию называли их саянскими орлами. Активный участник проекта «Кызыл-Ровно», член Оргкомитета Общероссийского народного фронта Дина Аюн, рассказала, как в 2004 году фронтовики Вера Байлак и Кыргыз Чемзырын ездили в Украину, побывали на улице тувинских добровольцев, которая есть в Ровно. В дороге они вспоминали мощный марш-бросок на лошадях до Украины. Они рассказывали, что они шли только ночью. Днем они отдыхали, а ночью они шли. Лошадей в первую очередь кормили, говорила Вера Чудумовна, мы кормили наших лошадок. На Украине, то это было зимнее время, была ужасная слякоть, маглаж. Лошади с техникой утопали, и тогда технику на себя брали бойцы и тащили, чтобы сберечь лошадей. Кульминацией митинга стало торжественное открытие мемориальной доски. Право показать ее получили школьницы Айра Хиртек, внучка Веры Байлак, и Юлия Корчевская, чьи предки с Украины. Именно села и города Украины освобождали тувинские добровольцы. Теперь жители и гости Кызыла будут знать, в честь кого названа одна из центральных улиц столицы. Я дочь Алдынола Аюна Талеповича, тувинского добровольца, комсорга тувинских добровольцев и разведчика в годы войны. Мне очень приятно, что такое большое внимание и память, и увековечение памяти было сегодня. Это торжественное событие, просто слезы на глазах были у многих потомков, которые своих родных еще знают и помнят. Поэтому, конечно, хочется выразить большую благодарность главе правительства, правительству, мэрии города Кызыла за заботу о семьях, за память о наших отцах, дедах, прадедах. Я горжусь своей бабушкой. Я очень рада, что наконец-то открыли такой мемориал в улице Тувинских добровольцев. Я дочь фронтовика Уинчопа Атияевича. У меня сегодня, волнующее чувство за то, что так оценили вот этот вот их подвиг и труд. У меня отец, он участвовал в войне, под Ровно и Дежарно. Он был ранен. Под военные марши в исполнении духового оркестра правительства участники митинга прошли к зданию Верховного Хурала. В 1943 году здесь было правительство ТНР. Именно отсюда провожали тувинских добровольцев на фронт. Об этом свидетельствовали фотографии и документы тех лет, развернутые тут же на выставке.